Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре у нас среда, 16 февраля. В это утро с вами мы, Руслан Ачиров, Полина Долинская. Друзья, как говорится, среда – это маленькая пятница. Откуда пошло это выражение, которое уже стало крылатым, дословно неизвестно, но многие психологи, кстати, считают, что именно в среду у нас как раз-таки начинается тот самый пик активности, когда понедельничные дедлайны мы уже потихонечку с ними расправляемся, и уже появляется какая-то дополнительная бодрость и легкость уже в предвкушении предстоящих выходных. Но при этом те же самые психологи советуют особо не нагружайтесь, чтобы избежать каких-то эмоциональных выгораний и нервных срывов. Так что, друзья, будьте в это утро с нами начеку. Ну а сегодня мы вам расскажем, для чего нужно направлять уведомления о планируемом строительстве и все нюансы, касаемые этой темы. В этом разобраться нам поможет наш первый гость в студии. Также мы узнаем, чем полезна скандинавская ходьба и как у нас в Якутии развивается лыжный спорт. Также сегодня у нас день свежего ананаса, день поиска запахов, и об этом мы тоже обязательно поведаем. А также раскроем секрет приготовления вкусной гречневой каши. Друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, чем вы завтракаете, какое у вас настроение в эту среду. Ну и вообще делитесь планами на выходные. Поздравляйте своих родных и близких с какими-то датами, праздниками, днями рождениями. Наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну а ресторан в Египте начал предлагать гостям сэндвич с традиционной соленой рыбой фесих, украшенный листом настоящего золота. Ну и, кстати, деликатес стоит меньше $8. В меню ресторана в Египте появилось блюдо с золотом. Владелец заведения в городе Эль-Мансура переосмыслил рецепт традиционного национального блюда – соленой рыбы фесих, и добавил ее в бургер. Сэндвич украшен сверху тончайшим золотым листом в 24 карата. Я осознал, что рыба фесих недостаточно представлена в заведениях Египта. Я решил показать этот деликатес в новой форме. Блюдо фесих, которое готовят из кефали, подают в Египте к празднику весны – Шам-эль-Нессин. Рыбу сушат под солнечными лучами, а потом замачивают в рассоле в течение нескольких недель. Клиенты высоко оценили бургер. Я раньше никогда не пробовал фесих. Мне не нравится запах, и я не умею чистить эту рыбу. Но этот сэндвич очень вкусный. Владелец ресторана рассказал, что последовал примеру заведений высокой кухни в Дубае и Стамбуле, где также предлагают блюда с золотом. При этом цены вполне демократичные. Бургер с рыбой стоит от $4 до $8. 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Метков из Волгограда занимается спортом и пробегает дистанцию протяженностью 10 километров. О том, как удается поддерживать хорошую физическую форму, смотрите в следующем сюжете. По словам ветерана, понимание, что спорт станет неотъемлемой частью жизни, пришло, когда Александр Метков попал в больницу в 1943 году. Александр Васильевич служил на спецпоезде и восстанавливал под обстрелами железные дороги. Был тяжело ранен во время ремонта моста под Кривым Рогом. Спортом я начал заниматься после ранения в госпитале, когда начал уже поправляться, нормально все, ну, был такой слабенький. Двустороннее воспаление легких после ранения это прошло, плечевое здесь, рука, а двустороннее придержало меня. Я 9 мая был в госпитале в Майкопе. А доктор просто относительно говорит: сынок, тебе надо заниматься, иначе ты пропадешь.
постоянным физическим нагрузкам Митков привык во время службы в армии. Сейчас мужчина занимается спортом самостоятельно. Ежедневная зарядка, скандинавская ходьба 2 или 3 раза в неделю, подъем по лестнице на 9-й этаж пешком. Помимо этого, мужчина демонстрирует отличные навыки растяжки. Бегом в армии заставили. Там же сидеть нельзя. Там кроссы такие, переходы. Вот. В Иране, когда я служил вот так вот, и когда войска выводили с Ирана, я в горном вьючном полку был. Миномет навьюченный на лошади, вот так и по 60 километров, по 70 переход. Надо развьючить и все. И бегать так же. Важная часть спортивной жизни ветерана отведена бегу. Александр Васильевич 11 раз участвовал в кроссе «Память» Калач-на-Дону, Пятиморск, протяженность которого составляет 10 километров. Мужчина также пробует силы в ежемесячном контрольном забеге «Волгоградская десятка». В общественной организации «Волгоградский марафон» Миткова называют символом стойкости, здоровья, боевого настроя. Александр Васильевич – это, можно сказать, наш символ стойкости, здоровья, такого боевого настроя, скажем так. Александр Васильевич постоянно участвует в наших мероприятиях. И в Волгоградском марафоне весной, и вот в этом мероприятии, посвященном 2 февраля. Пробег Калач-на-Дону мы проводим в ноябре. Тоже всегда Александр Васильевич с нами. Он всегда говорит некие напутственные слова перед стартом. Это настоящий такой настрой для всех, для участников. Недавно ветеран Великой Отечественной войны принял участие в 75-м легкоатлетическом забеге в честь Сталинградской битвы на 5 и 10 километров в Волгограде. Регистрация объектов ИЖС по дачной амнистии выросла более чем в 2 раза по итогам прошлого года. Был проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав в отношении 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства. Это на 128% больше, чем годом ранее. Активнее всего дома регистрировали в Свердловской области, Татарстане, Ставропольском крае, Белгородской и Иркутской областях. Напомним, что до 1 марта 2026 года государственный кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, построенный на участке, допускается на основании только технического плана и документа о правах на участок. С 2006 года в рамках дачной амнистии были зарегистрированы 4 миллиона жилых объектов. При этом общее количество объектов составило более 14 миллионов. Но среди них были не только дома, но и земельные участки, а также бани, гаражи, хозпостройки и другие нежилые строения. Ну а сезон строительный скоро начнется, и поэтому мы решили сегодня поговорить о приеме уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС либо садового дома. И в этом нам поможет наш первый гость, это аналитик центра «Мои документы» Вероника Новгородова. Вероника, доброе утро. Доброе утро. Вот для чего нужно направлять уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома? Ведь сейчас регистрируют дома в собственности без этого уведомления. Да, все верно. Сейчас для регистрации права собственности на дом не обязательно предоставлять уведомления. Да? Уведомление требуется при исключительных случаях. Допустим, если осуществляют государственную регистрацию права собственности на дом при использовании средств материнского капитала, да, при строительстве дома, либо же при привлечении кредитных средств, да, допустим, если заявители берут дальневосточную ипотеку и по ней строят дом, да, данное уведомление предоставлять необходимо для дальнейшего формирования пакета документов. А кто может подать заявление по данной услуге? По данной услуге могут подать заявление как физические лица, юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Нужно ли при подаче уведомления указывать характеристики дома? Да, конечно, в уведомлении указываются характеристики дома в соответствии с указанными требованиями, да, установленными. Указывается, допустим, расстояние от дома до забора, да, в городе Якутске, допустим, это 3 метра, да, по установленным требованиям. И указываются они по сторонам света. Также указывается этажность дома, да, в строении, площадь застройки, а также высота с пола до крыши.
А что касается сторон света, если вот как собственнику самому определить, как вот располагается его участок, дом? Есть несколько способов, да, чтобы определить стороны света самостоятельно. Во-первых, можно посмотреть на схему земельного участка, да, на топосъемку. На нем указан крест. Верхний луч этого креста, он всегда указывает на север. Если вот мы вот так вот держим, да, если мы так на держим, себя. да, у нас есть крест на схеме, и верхний луч, он всегда указывает на север. А вот что делать, если, допустим, участок нестандартной формы и соблюсти вот эти вот все правила, ну, нет возможности? Что-то там с ландшафтом, может быть, связано это как-то? Если требования не удается, да, получается, соблюсти, то необходимо подать на разрешение на отклонение предельных параметров. То есть мы берем определенное разрешение, которое дает нам право построить дом по другим требованиям, которые не установлены. То есть, где брать разрешение? Тоже нужно обратиться в орган ведомства, департамент градостроительства. А если, например, вот такой случай, что я, например, приобрел уже дом, и прошлый хозяин уже подал уведомление. Вот имя, получается, оно оформлено на него, но нужно ли мне теперь заново подавать уведомление? Что нужно делать в этом случае? Если у вас уже есть уведомление на руках на имя прошлого собственника, да, то вам не нужно оформлять его заново. То есть вы можете с этим же уведомлением в дальнейшем им пользоваться, да, В течение всего времени пользования участком? Или потом, спустя, может быть, 10-5 лет, все равно нужно будет переоформить на себя? Смотрите, уведомление дается на сроком 10 лет. В течение 10 лет вы можете пользоваться данным уведомлением, если даже оно выдано на имя прошлого собственника. Но если вас не устраивает, да, может быть, какие-то характеристики объекта, да, на которого получено уведомление, вы можете подать на внесение изменений данных параметров. Да. Также, если у вас данное уведомление выдано на сроком 10 лет, рекомендую проверять ее на актуальность. Потому что если у вас там, объект недвижимости долгострой, да, получается, то его необходимо тоже проверять, потому что, допустим, в 2020 году у нас появились зоны затопления в городе Якутске, да, и по ним заявители, которые получили уже уведомление о начале строительства этих домов, они не могут завершить строительство, потому что там уже зона затопления установлена, а уведомление у них не актуальное получается. Но это очень полезная беседа у нас сейчас происходит, потому что, я думаю, многие сейчас к весне будут готовиться, как раз-таки период строительства активного. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем наш диалог. В гостях у нас аналитик Центра «Мои документы» Вероника Новгородова. В это утро мы разговариваем по поводу строительного сезона и нововведений в кадастровые возведения, а также по дачной амнистии. Да, Вероника, вот следующий вопрос. Вот мы знаем, что можно подать заявление через МФЦ, а можно ли получить эту услугу как-то электронно? Да, конечно, услугу можно получить электронно через портал госуслуги, да. Только для этого у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись. Учетную запись можно подтвердить самостоятельно через приложение Сбербанк онлайн в разделе «Каталог услуг», либо подойти в центры обслуживания, допустим, в банке, либо же в МФЦ. Но мне кажется, сейчас в связи с последними всеми событиями лучше это делать самостоятельно. Да, а вообще как-то вот пандемия повлияла на работу МФЦ? Конечно, да, повлияла. У нас, получается, предварительная запись велась только через сайт МФЦ, да, и приходили на прием тоже предварительно только вот. И бывало такое, в 2020 году, да, приостанавливали прием всех по всем услугам, да, кроме Росреестра. Вот сейчас таких ограничений у нас нет, конечно же. Сейчас уже более-менее в прежнее русло. Да. В случае, если заявитель хочет обратиться напрямую, куда ему стоит обращаться, какие необходимые документы иметь на руках?
А для того, чтобы получить подробную консультацию, да, я вообще рекомендую пройти на портал официальный МФЦ, это mfcsakha.ru, и получить онлайн-консультацию. Да, то есть можно зайти через браузер, набрать наш сайт и получить напрямую консультацию у специалиста, только онлайн. Да, либо же через нашего консультанта Татьяну. Это у нас, получается, так скажем, бот, который ответит на все ваши вопросы. Либо же по горячей линии 8 800 100 ровно 22 16. Ну, спасибо большое вам за очень информативную беседу. Друзья, ну и, конечно, если вам близка эта тема, то пользуйтесь услугами. Вас еще раз благодарим за консультацию. Ну и, конечно, продолжаем нашу программу. Прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Предложение в план мероприятий Года матери в республике внесли в ходе встречи главы региона Айсена Николаева с инициативной группой матерей. В частности, руководитель региона поддержал предложение председателя регионального отделения Всероссийского движения матери России Прасковьи Борисовой о необходимости ремонта памятника в сквере матери в Якутске. Также, по словам главы Якутии, мероприятия в рамках столетия республики в этом году будут украшены двумя крупными событиями, посвященными женщинам: съездом женщин Дальнего Востока в Якутске и форумом матерей. Потребность учреждений здравоохранения республики в эту волну коронавирусной инфекции стала меньше. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева. За все время пандемии коронавируса в медицинские организации республики было закуплено 16 кислородных станций, 228 прикроватных концентраторов и 195 ИВЛ-аппаратов. По словам министра, 2 кислородные станции уже доставлены в Мирнинскую центральную районную больницу. Еще 2 контейнера находятся в пути. К другим темам. Государственная дума заканчивает сбор отзывов на правительственный законопроект, смягчающий систему наказаний для малого и среднего бизнеса. Одна из новаций – социально ориентированные некоммерческие организации, а также микро- и малые предприятия будут приравнены к индивидуальным предпринимателям. Это означает, что размеры санкций будут снижены. По словам эксперта, подготовленные предложения значительно смягчают правила. Например, законопроект предлагает ввести норму, что в отношении некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса за правонарушение применяется предупреждение вместо штрафа. 9-й год подряд Северо-Восточный федеральный университет проводит в Якутии акцию «Сахалы. Диктант». В этом году участники диктанта проверяли знания якутского языка по тексту Сафрона Данилова «Барыман да Кубалар». Те, кто принял участие в республиканской акции этого года, смогут ознакомиться с результатами диктанта 18 февраля. В этот день выявят хорошистов и отличников, которых отметят дипломами и призами от спонсоров. Напомним, акция проводится по инициативе СВФУ совместно с Национальной библиотекой республики с 2013 года и призвана популяризировать якутский язык, развить у населения навыки правильного и грамотного письма, воспитать бережное отношение к родному языку и уважение к национальным традициям. Доброе утро, друзья, всем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто смотрит нас с самого начала эфира, а также тем, кто только что к нам присоединился. В студии Руслан Ачиров, Полина Долинская, а на календаре у нас среда, 16 февраля. Друзья, мы работаем в прямом эфире и всегда с вами на связи по номеру нашего WhatsApp. Вы всегда можете рассказать о своих планах на выходные, как у вас проходит рабочая неделя, либо поздравить родных и дорогих вам людей. По номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. А также наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а в Якутии продолжается декада родного языка. И сегодня в рубрике, посвященной столетию образования СССР, мы расскажем о не очень известных фактах из жизни лингвиста, создателя якутского алфавита Семена Новгородова. В 1913 году Семен Андреевич Новгородов поступает на учебу в Петербург на отделение языков. Сначала он поступает на отделение языков, которое специализировалось на персидских, арабских и турецких языках. Затем он через год переходит уже в отделение, которое изучает монголо-маньчжурско-турецкие языки. То есть он меняет свою квалификацию, и в это время он набирается большого опыта. В течение своей учебы
Он занимается исследовательской деятельностью как и в Якутии, так и в других регионах России. И уже после начала революции 17 года, когда он уже был в Якутии, он горячо поприветствовал начавшуюся революцию 17 года, а мы именно говорим о феврале. Он даже находился в числе руководителей тогдашней Якутии, то есть именно состоял в Комитете общественной безопасности. С Ионовым издает первый свой вариант алфавита, который был основан на международном фонетическом алфавите. Но, к сожалению, данный алфавит он не имел широкого распространения по нескольким причинам. Во-первых, он был достаточно сложным. Во-вторых, из-за того, что на территории Якутии практически типографического оборудования не было, алфавит из-за отсутствия некоторых необходимых букв получился весьма сырым, можно сказать. И эта идея, в принципе, она была продолжена, потому что уже после создания первого варианта алфавита Семен Андреевич уже продолжает дальше заниматься исследовательской деятельностью, ездит в различные экспедиции, изучает в том числе языки народов России. К тому моменту, когда в Якутии уже установилась окончательная советская власть, а именно мы говорим о конце 19 года, Семен Андреевич Новгородов уже принимает участие именно в создании первых органов советской власти. В частности, он занимается, скажем так, созданием органов власти в сфере образования и активно настаивает на создании якутских учебников тех же самых. Когда он вел свою деятельность в Иркутском государственном университете, он настаивал на том, чтобы в этом университете обязательно открыли кафедру якутского языка, так как этот язык, он наиболее представляется родственным с языками монгольских народов. К 22 году смог создать уже свой второй вариант алфавита. Принимается решение, то, что якутский язык будет преподаваться практически во всех школах. И то, что в 23 году наконец-таки в Якутию завезли типографическое оборудование, была начата печать газеты той же самой, создание различных книг. И его алфавит Семена Андреевича Новгородова, он продействовал до начала 30-х годов, когда он уже был заменен янолифом. И за этот короткий промежуток времени было издано несколько десятков учебников различных, издавались в том числе и газеты. И, конечно же, данный алфавит, он дал большой толчок для развития вообще якутского языка в целом и для развития якутской письменности. Кепседогор, ты понял, о чем я сейчас? Да, это означает «Расскажи, друг». Клубу под таким названием при районной библиотеке в городе Алекминске уже исполнилось 30 лет. За скромными, казалось бы, цифрами сотни интересных встреч. Именно здесь впервые прозвучали некоторые литературные произведения. Сегодня в этих стенах тихо, однако именно здесь часто звучит музыка, голоса и смех, песни. Любимое место встреч многих алекминчан – клуб «Кепседогор», которому исполнилось 30 лет. Все началось с того, что вот в 1991 году приехала советско-американская группа этнографов. И, значит, нам позвонили с управления культуры. Тогда был начальником Владимир Феодосевич. И сказал, что нужно встретить их хорошо. Мы собрались, значит, с библиотекарями, думаем, как нам, американцам, нас показать, нас, алекминчан, именно республику представить. И решили, что мы встретим их с национальными блюдами. И вот тогда у нас здесь впервые прозвучал хамус. Клуб при библиотеке. Это уже неотъемлемая часть ее, полюбившаяся многим, особенно творческим личностям. Кстати, не только Алекминского района. Бывало, что приходилось выносить и стеллажи. Настолько много приходило желающих. Сейчас меньше. Пандемия, ограничения, правда, выручают современные технологии. Смеется Нина Яковлевна. Народу очень много бывает. Ну вот в связи с пандемией, конечно, все это
перешло в онлайн-режим, а если собираемся в Капседогоре, то очень в малом количестве, с соблюдением санитарных норм. Поэтому люди спрашивают, а когда закончится, а когда мы сможем прийти. В общем-то, приятно то, что, конечно, люди помнят, им нравится, интересуются. Мне кажется, вот это главное, то, что жителям, читателям нравится. Мечтается, что встречи вновь станут традиционно многолюдными и по-домашнему теплыми. Идей очень много. Елена Фаст, Алекминск. Кстати, сегодня, оказывается, необычный праздник. Сегодня день свежего ананаса. Вот никогда бы не подумал, что у свежего ананаса есть свой праздник. А еще и в феврале, да. И, кстати, это очень полезный для здоровья фрукт. И если вы давно мечтали порадовать себя вкусными тропическими фруктами, сегодня как раз-таки прекрасный повод сделать это. Родиной ананасов является Бразилия. Из этой страны плод приобрел широкое распространение и стал популярным во всем мире. Например, в Европу растение попало благодаря Колумбу в 1493 году. Прям захотелось пойти, наверное, сегодня, перед тем, как купить пойду домой, ананасов? купить ананас и поздравить его с его профессиональным праздником. А также сегодня можно два праздника отметить. Какой второй? Второй день поиска запахов. Очень интересно, странно. Да, Да, действительно, в воздухе мамочка, витает кто? волшебный головокружительный запах надвигающейся весны. Попробуйте в этот день найти все компоненты аромата. Запах первых проталин, флюидов, нарциссов и мимоз, свежей хрусткости травы и сладкий медовый запах весеннего солнца. Какими еще событиями запомнился этот день, узнаем прямо сейчас. На календаре 16 февраля, среда. Сегодня отмечают День разведки ВМФ России, День архива Минэнерго России, славянский праздник починки. По народному календарю сегодня Семен и Анна, хранитель младенцев или починки. Для этого праздника варили особое кушанье – саламату. Так называлось распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом. Если на Семена и Анну он валит хлопьями, лето будет дождливым. Это день в истории. В 1722 году Петр I издал указ о наследии престола. 160 лет назад в этот день в ходе гражданской войны в США северяне одержали крупную победу. Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг содержал более 100 килограмм чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. В 2005 году, 16 февраля, вступил в силу Киотский протокол – международный документ, принятый в Киото в декабре 1997 года в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. В этот день родились Николай Лесков, русский писатель, прозаик, Михаил Тухачевский, советский военачальник, маршал Советского Союза, Михаил Швейцер, советский российский кинорежиссер, сценарист, Ким Чен Ир, корейский политический государственный деятель, глава КНДР. Имени на сегодня отмечают Андриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей. Сегодня все большую популярность завоевывает такой вид физической активности, как скандинавская ходьба, в основе которой лежит определенная техника передвижения с использованием палок, напоминающих лыжные. В отличие от обычной прогулки, во время занятий с ними работают почти все мышцы организма. Чем полезна такая ходьба, давайте немного узнаем о скандинавской ходьбе в следующем сюжете. Доброе утро! Тренировки скандинавской ходьбы универсальны. Они укрепляют дыхательную систему, развивают легкие, способствуют приросту мышечной массы и сжиганию жировых отложений, оказывают омолаживающий эффект на сердце и сосуды, разрабатывают суставы, улучшают чувство равновесия. В процессе движения включается до 90% мышц всего тела. Использование палок уменьшает нагрузку на колени. Для занятий в зимнее время года выбирайте теплую, удобную одежду. Она позволит вам делать верные движения, укреплять свое здоровье с удовольствием. Правила скандинавской ходьбы начинаются с основного требования к обуви и одежде. Это удобство. Ничего не должно сдавливать, натирать или мешать при тренировке. Желательно выбирать одежду из натуральных дышащих материалов.
Палки для ходьбы отличаются от обычных лыжных. Они короче, выполнены из другого материала, оснащены специальным наконечником, подходящим для прогулок по асфальту, а также специальной ручкой, перчаткой, темляком. Перед покупкой оснащения измерьте свой рост, после чего ознакомьтесь с инструкцией по выбору длины палок. Техника скандинавской ходьбы длится на 3 фазы – подготовка, основное занятие, расслабление. Скандинавская ходьба начинается с разминки, состоит из всех знакомых упражнений – наклоны, приседания, повороты. Правила скандинавской ходьбы для начинающих довольно просты. Положение – спина прямая, плечи расслаблены, корпус слегка наклонен вперед, палки сжаты в ладонях и привязаны к запястьям с помощью темляка. Шаг совершается максимально естественно, с перекатом с пятки на носок, но чуть длиннее, чем обычный шаг. Ноги и руки двигаются попеременно. Правая нога впереди, вслед за ней идет левая рука. Руки двигаются как маятник, совершая полный мах. Все движения идут от плеча, руки не сгибаются в локте. Рука, идущая вперед, не должна подниматься вверх более чем на 45 градусов. При отводе руки назад ладонь разжимается, палки повисают на темляке. Дыхание при скандинавской ходьбе особенное. Вдох через нос на 2 шага, выдох через рот на 4-5 шаг. При отталкивании от земли следует прилагать усилия. Для достижения хороших результатов стоит заниматься не менее 3 раз в неделю. Начать следует с 15 минут за одну тренировку, следом довести занятия до получаса, а затем можно и дольше. Скандинавская ходьба несет заряд хорошего настроения. Начните заботиться о своем здоровье уже сегодня. Полин, скажи, а ты любишь кататься на лыжах? Вообще катаешься на лыжах? Я на лыжах очень эффектно падаю и очень успешно сажусь на шпагат. Как ты думаешь, это можно засчитать в мою пользу? Ну, я тоже вспоминаю, что, в принципе, в студенчестве достаточно много, ну, именно на уроках физкультуры двигался на лыжах. И в школьные годы тоже. Вот только приятные воспоминания. Кроме одного воспоминания, когда мне в университете достались ботинки размером на 2 размера меньше. Ну, тебе хотя бы меньше доставались. Мне в школе вообще достались на 2 размера больше. Кроме того, что в принципе на лыжах идти с непривычки, потому что у нас это, получается, сезонное был такой вид спорта. У нас было специально 3-километровое озеро, которое нужно было на этих лыжах обойти. И тут, представляешь, во-первых, ты с прошлого года уже ничего этого не помнишь, и в принципе как бы нет твоей физической активности и в спортивной твоей жизни именно лыж. И тут ты идешь, они на 2 размера больше. Я, конечно же, пыталась исправить ситуацию большими носками, но как-то я в них болталась как могла. А потом у нас еще был такой очень резкий спуск, я решила не рисковать. Но я думаю, у каждого из наших зрителей есть особенные воспоминания, связанные с лыжами, но в республике есть лыжный биатлонный комплекс Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту. Сейчас называют в Якутии кластером зимних видов спорта. Лыжная трасса протяженностью 10 километров соответствует международным стандартам. Биатлонное стрельбище, стадион, гостиничный комплекс, легкоатлетический манеж, бассейн, на территории учреждения вся сервисная инфраструктура для лыжников и биатлонистов. 26 февраля состоится открытие горнолыжной трассы, которая станет частью учреждения. И сегодня об этом мы подробнее поговорим с нашим гостем. С нами на связи директор Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту Максим Скупой. Доброе утро, Максим Валерьевич. Доброе утро. Расскажите о том, как возникла идея, что вообще способствовало и предшествовало началу строительства, и кто принимал участие в реализации этого проекта. Ну, идея возникла еще далеко в 2016 году. Инициатором этой работы явилась как раз наша школа. Изначально нас поддержал полиметаллический холдинг «Селегдар», который работает на территории Алдана, Алданского района. Проведена была работа по вырубке просеки, раскопчевке пней. Более месяца длилась работа. После этого включилось муниципальное образование Алданский район, которые, собственно говоря, подготовили проект и осуществили как раз установку того самого подъемника.
А каковы перспективы развития горнолыжного спорта в Алданском районе и в Якутии в целом? Ну, мы считаем, что перспективы на самом деле очень высокие в Алданском районе, в частности, потому что здесь есть все условия. Это в первую очередь снег, довольно-таки ранний. Кроме этого, то, о чем вы сейчас говорили, это места для проживания. На территории школы работает интернат. Кроме этого, у нас в некоторых городах Якутии есть филиалы, работают тренеры. Поэтому мы однозначно видим перспективу развития этого нового для Якутии вида спорта. Максим Валерьевич, сейчас лыжный спорт, биатлон и лыжные гонки на подъеме. Регулярно выходят новости о успехах якутских лыжников. Ежегодно юношеская сборная Якутии по биатлону пополняет призовой актив республики медалями, кубками победителей. Такие имена, как Регина Петрова, Александр Процук, Августина Иванова, Николай Максимов на слуху у всех любителей биатлона в республике. Каковы перспективы выхода якутских спортсменов на всероссийский и международный уровни? Очень отрадно, что действительно в Якутии знают уже наших спортсменов, еще пока не взрослых, но тем не менее по именам. Перспективы очень высокие, если говорить о Регине Петровой. Она уже в составе сборной команды страны в юношеской. Мало того, она идет одним из ведущих в рейтинге, она стабильно находится в тройке. Сейчас она отобралась на первенство мира, которое запланировано в Америке. Если говорить о Александре Процуке, он также в составе сборной команды страны. И в последний год он провел сборы полностью со сборной команды России. Перспективы очень высокие. Николай Максимов, он еще пока молодой спортсмен, грубо говоря, моложе, чем ранее представленные. Но перспективы однозначно есть. Кроме биатлонистов у нас есть лыжники. Володя Рыбкин находится в сборной команде страны. Он является 5-кратным победителем первенства России. В том году на первенстве мира он стал 6-м, но это только начало. И, тем не менее, высокий результат, мы считаем. Результаты действительно впечатляют, и хорошо, что это только начало, то есть в дальнейшем нас ждет еще больше возможностей болеть и радоваться за наших спортсменов. А вот с 2012 года сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону начинают соревновательный сезон первой вкатки на якутском снегу. Вот ведущие специалисты Федерации лыжных гонок и Союза биатлонистов проводят обучающие семинары и мастер-классы для тренеров и спортсменов. Как это повлияет на развитие лыжных видов спорта в Якутии? Да, абсолютно верно вы заметили. Это дает уже положительные результаты. Про тех спортсменов, которых я говорил, которые у нас сейчас на пике, которые на слуху. С ними также работают, в том числе и специалисты сборной команды страны. Они тренируются на одной трассе, проводят целый месяц в Алдане вместе. Все друг с другом знакомы, лучшие тренеры нашей страны, да и, как показала Олимпиада в Пекине и мира, работают в том числе и с нашими якутскими спортсменами, помогают, дают методические рекомендации. Обязательно это все происходит. Максим Валерьевич, скажите, данный комплекс посещают только спортсмены? Нет, наш комплекс открыт для всех категорий граждан, абсолютно для всех, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями, абсолютно для всех. То есть туристы также могут посетить Алдан и поехать на этот спортивный комплекс, да? Да, конечно, уже многие туристы, особенно начиная с январских праздников, туристы из Якутии, из многих районов приезжают, катаются на лыжах. В этом году не было особо отрицательных температур, было довольно-таки комфортно, поэтому мы ждем туристов. А что касается таких лыжников, как я и Руслан, есть ли возможность заниматься с инструктором?
Да, конечно. Полина, Руслан, приезжайте, мы вам найдем ботинки не на 2 размера больше, а как положено. Есть у нас инструкторы, которые работают на лыжне, на горнолыжке, поэтому без проблем мы вас ждем. Отлично. Ну, я Спасибо думаю, за обязательно приглашение. нужно будет посетить. А вот скажите, в эти дни внимание болельщиков и спортивной общественности приковано к Олимпиаде в Пекине. Максим Валерьевич, вот за кого вы болеете? Ну, я болею в целом за всю Россию, но если говорить в частности, лыжники уже получили золотые медали. Осталось, чтобы биатлонисты отличились. Получается, в этом году у нас проходили сборы Карим Халили, Данил Серохвостов, Эдуард Латыпов. Ну, надеюсь, что они сегодня в эстафете или, может быть, завтра все равно завоюют какую-то медаль, возможно, станут чемпионами. Вот за этих спортсменов сейчас очень переживаем. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. Мы, конечно же, вместе с вами будем поддерживать наших и российских, и якутских спортсменов. Большое вам спасибо, что в это утро вы были вместе с нами. Спасибо. До свидания. Мы двигаемся далее, и прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Надежда Саханская с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Количество звонков в колл-центры службы 122, которая консультирует граждан по вопросам коронавируса, снизилось на 23%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, общее число звонков на прошедшей неделе составило около 3,5 миллионов по стране. Укомплектованность службы 122 в целом по России выросла на 31% за счет привлечения волонтеров и студентов-медиков. Напомним, единая служба 122 была создана в ноябре 2020 года и обеспечивает маршрутизацию звонков в медучреждения, службы скорой помощи, а также консультирует граждан по вопросам COVID-19. А вакцинальный центр против коронавирусной инфекции начинает прием детей и подростков с 12 до 17 лет включительно. Запись желающих производится через колл-центры поликлиник по месту жительства. Детей и подростков будут приглашать по определенным датам и по времени. Перед вакцинацией организован обязательный осмотр педиатра. По результатам осмотра врач дает разрешение на прививку. Отметим, что дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет приходят с родителями. В возрасте от 15 до 17 лет могут подходить самостоятельно. Вакцинация является добровольной и бесплатной. Водителям, лишившимся прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, с марта этого года придется в обязательном порядке сдавать анализы для получения медицинской справки водителя. Для обычных водителей, не нарушающих грубо правила дорожного движения, ничего принципиально не изменится. Но в то же время, если врач на медкомиссии выявит у человека признаки хронического употребления алкоголя или наркотических веществ, то его могут направить на сдачу анализов. При этом, как следует из соответствующего приказа Минздрава, теперь справки станут выглядеть иначе. В частности, в них появится пункт, указывающий на то, из-за чего проводили медицинское освидетельствование. Всего за 2021 год жители республики оформили 17 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 62 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом число сделок возросло на 11%, их объем на треть. Реализация госпрограмм позволяет брать кредиты на покупку жилья по низкой процентной ставке. В прошлом году по ипотечным кредитам, выданным дольщикам на покупку строящегося жилья, самый высокий уровень процентной ставки пришелся на июнь, самый низкий – на октябрь. Международный олимпийский комитет подтвердил предоставление патроната 7-м международным спортивным играм «Дети Азии». Также Международный олимпийский комитет высказал слова поддержки и благодарности в адрес комитета игр за работу в деле продвижения спорта и сохранения его ценностей.
Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа этого года. Следует отметить, что «Дети Азии» проводятся каждые 4 года, начиная с 1996 года. С 2004 года игры регулярно пользуются патронатом Международного олимпийского комитета. По завершению очередных игр, и крайними были у нас зимние игры, предоставляется отчет Международный олимпийский комитет по соблюдению тех правил, которые несет за собой патронат. Соответственно, вся та работа, которая была проведена, которая ведется комитетом именно в части определения места подготовки, места проведения, в частности, во Владивостоке, также были представлены Международному олимпийскому комитету, соответственно, признание соблюдения олимпийских идеалов, олимпийских ценностей. К этому часу это вся информация. Хорошего дня. Доброе утро, друзья! Мы продолжаем «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК «Саха». Для продвижения и открытия миру якутского современного искусства год назад был создан фонд «Аяркут», поддерживаемый Синецпарк. Его руководитель Надежда Зиновская. Как якутские художники и авторы будут выходить на международный уровень и чем якутские творцы покорят арт-индустрию, подробнее у Айсены Бурнашовой. Художники — это самые чувствительные такие локаторы, которые улавливают все, что происходит в нашей жизни, и они первые транслируют это. Она родилась в Ленске в семью художников, была стипендиатом фонда «Баргары». Спустя годы Надежда основала арт-платформу в самом центре Москвы. Она знает о современном искусстве все и даже больше, и сейчас воплощает свою мечту в реальность, продвигает якутское искусство. Я всегда хотела вернуть свою энергию туда, где я родилась. Для меня это очень важная вещь. Фонд «Аяркут» зародился год назад, но уже начал делать большие шаги. Среди задач не просто помощь якутским художникам, но и создание в республике арт-комьюнити, новой креативной среды. Мы обучаем людей подавать заявки на гранты. Мы понимаем, что такое проект, как его обюджетить даже. Мы взращиваем кураторов. Уже много осуществлено. Наши художники будут сейчас ездить во все резиденции России и мира, и мы открываем эту дверь в обратную сторону, то есть вывозим наших, чтобы они привезли уже новые впечатления, широту мировоззрения, насмотренность уже из других концов. Позади и первый Open Call. По его итогам запущены 13 проектов. Труды якутских художников уже в феврале этого года будут представлены на 3 площадках Москвы. В июле состоится презентация на Биеннале молодого искусства. Стартовал и проект для саунд-художников «Голоса земли» с подборкой подкастов, этномузыка и кино с участниками. А их более 30 можно познакомиться онлайн на сайте. По мнению Надежды, якутский культурный код очень силен, и именно его важно продвигать на международной арене. Программа фонда рассчитана на 10 лет, и у каждого есть шанс проявить себя. У нас будут истории успеха однозначно, точно. Я к тому времени, надеюсь, у нас разовьется уже и галерейный бизнес, и кураторская история. И это будет та структура, которая до нас не существовала в Якутии. И это сильно-сильно поднимет креативный бизнес, креативную экономику. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Я действительно жду, когда будут именно те самые послабления по ограничительным мерам, и можно будет снова посещать вот эти всевозможные выставки, потому что вот так культурно просвещаться, обогащаться, вот это, мне кажется, самый большой и важный вклад в жизнь каждого человека, в его культуру и воспитание. Да, ну а пока мы поговорим о гречке. Знаете, что гречка одна из самых богатых... Пища и зрелище. Одна из самых богатых белками круп. То есть она практически не имеет противопоказаний, содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, за что получила прозвище «царица круп». Родина гречки – Индия и Непал, где ее стали возделывать 5000 лет назад. Сначала она распространилась по Азии, а затем пришла в Европу. Славянам гречку привезли в X веке из Византии, за что она и получила свое название – гречневая или греческая крупа. Гречка – настоящий символ здоровой пищи, в ее составе более 50 ценных веществ.
Ну, а сегодня мы вам дадим полезный совет, как обычную гречневую кашу сделать вкусной и при этом еще сохранить ее полезные свойства. Сварить кашу из крупы на воде. Казалось бы, что может быть проще? Но есть несколько нюансов, соблюдая которые можно получить необыкновенно вкусный и аппетитный завтрак. Перед варкой крупу всегда надо перебирать и хорошо промывать. Но это не касается манной, кукурузной, ячневой крупы. Если готовите кашу на воде, используйте фильтрованную или кипяченую. Ведь каша, приготовленная на воде из-под крана, вберет в себя металлический привкус или неприятный запах хлорки. Если замачивать крупу перед готовкой, то процесс варки минимизируется. Ведь чем меньше подвергать тепловой обработке крупу, тем больше в ней сохраняется питательной ценности. Сушка на сухой сковороде, прокаливание круп перед приготовлением блюд улучшает вкус каши, облегчает переваривание и повышает питательную ценность. Варить лучше кашу в посуде с толстым дном. И после выключения плиты оставить кашу под закрытой крышкой. Так она продолжит довариваться. Если добавить масло в крупу при варке, это поможет смягчить жесткую воду и придаст каждому зернышку способность отталкивать воду, не допуская разваривания изнутри. Приятного аппетита! Ну, мы сейчас во время просмотра, я так понял, что, Полина, тебе не особо нравится гречка, да? Ну, она для меня очень, очень сытная, она прям, я не знаю, это такой вид крупы, который можно вот именно позавтракать им. И я до ужина уже не вспоминаю о еде. Мне это не устраивает. Я люблю что-то перекусывать, я люблю чем-то похрустеть. И, кстати, а что касается именно приготовления самой гречневой крупы для сохранения всех полезных в ней микроэлементов, многие рекомендуют на ночь ее залить кипяченой водой, то есть даже не кипятком крутым, а просто комнатной температурой залить ее, оставить, она за ночь настоится, как раз-таки все микроэлементы сохранятся, и при этом она еще разбухнет и будет мягкой. И то есть можно покушать и до вечера уже ничем не питаться, да. по словам Полины. Я. Ну что, друзья, мы думаем, что сегодняшняя информация, конечно, наш сегодняшний заряд бодрости, который мы постарались вам передать, сохранится до самого вечера. Не забывайте про наш WhatsApp, про наш Instagram, присылайте идеи для сюжетов. Будьте с нами каждое утро. Мы с вами, друзья, прощаемся, но только до завтра, чтобы завтра снова вам сказать доброе утро.